Продолжающийся рост цен на продовольственные товары вносит наибольший вклад в инфляцию. Об этом сообщил председатель Национального банка Республики Казахстан Ерболат Досаев. Ситуация на финансовом рынке остается стабильной. Инфляция формируется в пределах таргетируемого коридора 4–6%. В сентябре текущего года годовая инфляция замедлилась до 5,3% с 5,5% в предыдущем месяце. Наибольший вклад в инфляцию вносит продолжающийся рост цен на продовольственные товары, который достиг максимального значения с начала 2017 года в 9,1%. Цены на мясо выросли на 13,5%, на хлебобулочные изделия и крупы – на 12,7%. Их вклад в инфляцию составил 1% пункт, сообщил Досаев на заседании правительства. По его словам, эти категории товаров подорожали на фоне роста мировых цен и объемов экспорта. Сдерживанию инфляции способствуют цены на непродовольственные товары и платные услуги. Годовой рост цен на непродовольственные товары составил 5,4%, что является минимумом с октября 2015 года. Снижение цен на бензин в годовом выражении составило 4,8%, твердого топлива – 3,5%. Цены на платные услуги за год выросли на 0,7%, что связано со снижением на 8,2% тарифов на регулируемые услуги. По итогам текущего года инфляция, по нашим расчетам, останется в пределах заданного коридора и сложится на уровне 5,7–5,8%. Как я ранее докладывал, основным проинфляционным фактором выступает потребительский спрос, подкрепляемый бюджетными расходами, добавил глава финрегулятора. Досаев напомнил, что для предотвращения рисков выхода инфляции за пределы целевого коридора, в начале сентября текущего года базовая ставка Нацбанка была повышена до 9,25%, с сохранением процентного коридора на уровне плюс-минус 1% пункт.